Праздник у мусульман, большой праздник, Курман-Байрам, религиозный. В этот день все нарядные, дарят друг другу подарки, благопожелания, ходят друг к другу чай попить, угоститься там хачинами карачаевскими. Много на свете религий. Это христианский, это буддийский, какие там еще. Много же религий, несколько, Тора, еще что. Но мусульманский еще самый главный для меня. Я мусульманка, мне 72 года. Как вам сказать? Горжусь тем, что я карачаевка, что я родилась в Киргизии, жила там, жила в Казахстане, но теперь, через 28 лет только, вернулась со ссылки в родную Карачаево-Черкесию, Карачай родной. В тот аул, как приехала, поехала сразу, который мама пела вечерами, когда вязала, и пела про аул Учкулан, и плакала, как их выселяли, выдворяли, насильно депортировали в Киргизию, Казахстан. Маме было тогда очень мало лет. Очень много горя испытал мой народ. Все войну испытали горе. Не осталось ни одной нации, кто бы не испытал. Но такое горе, еще и уничижение от властей тех времен испытали немногие народы. Их 5-6 народов. Это балкарцы, там одна нация у нас балкарцы, карачаевцы. Почему-то названия такие непонятные. Вот. Это ингуши, чеченцы. Ну, еще не буду сейчас углубляться. Хочу сказать, что каждая религия на первом месте гласит: не убей, возлюби ближнего. Все мы сейчас бьем грудь и говорим, что надо верить в Аллаха, надо верить в Бога, надо верить в Худая. А что? Верим? Что делаем? Завидуем другим, воруем, убиваем, наговариваем, идем войнами, стреляем, взрываем. Это так диктует Коран, та же Библия. Все мы дети Адама и Евы, и у всех одни и те же органы, одна и та же душа, которая, когда плачет, когда поет, когда полный штиль. Сегодня праздник у мусульман. Я поздравляю вас, дорогие мусульмане. Пусть этот день станет знаменательным в этом году для ваших чаяний, у которого в каждой семье есть чего-то добиться. Кто-то достроить дом, кто-то замуж должен выдать, кто-то женить сына, брата. Ну, я не знаю, кто-то на работу хорошую устроиться. Пусть все ваши мечты исполнятся. Пусть рождаются детки, побольше, чтобы было их. Аминь. Надо нам научиться жить по заповедям наших религиозных книг. Надо уметь уважать. А мы же нет. Не делаем этого. Разве это правильно? Я уважаю все религии, которые говорят: не убей, возлюби ближнего. И для дружбы тоже я никогда не выбирала ни по нации, ни по кошельку.
Я всегда дружила с теми, с кем мне хорошо. Кто меня понимал, кого я понимала. Это и киргизы, это немцы, это казахи, это уйгуры, это дунгане, это русские, украинцы, с кем мне пришлось в жизни этот прекрасный мир видеть, дышать воздухом, ходить по одной земле. Это было в Киргизии, в Казахстане. Теперь я живу на Кавказе. Это родина моих предков, моей нации, карачаевцев. Это вот Карачаево-Черкесия, Северный Кавказ, это река Кубань, верховье реки Кубани, это гора Эльбрус, это всемирно известные курорты Дамбай, Архыз, Махар, Мара. Приезжайте в гости праздновать наш праздник Курбан-Байрам. Кто бы ни был, какой бы нации не было, с любовью, когда приезжаете, с добром, и уезжать будете с двойным счастьем, с двойным ощущением вот именно сознание того, что ты человек. С праздником! Сегодня готовятся хачаны, пекут карачайские, будут ходить по гостям, будут раздавать, ну, как говорится, жертвенного барашка или корову зарежут, заколят. И вот кусочками раздают соседям, родственникам. Все хорошо, но меня за это не будут ругать религиозники. Когда, ну я не знаю, на одной улице, там, допустим, 100 дворов, 200 дворов, и каждая семья хочет вот отдать дань празднику, Курбан-Байраму, и закалывает корову или барана, или что. Мне это не нравится, почему-то не знаю. Сердце болит и кровью обливается. Видела один раз как-то давно, как корову закалывали. Теленок снутри вышел теленок. Извините меня, пожалуйста. Какая необходимость каждому резать? Можно же придумать, ну, на одну улицу одну корову, там, 2 барашек. Достаточно это? И вообще, зачем их резать? Можно же жить по-другому. Ну, наверное, так человек создан, без мяса жить не может. Я первое время не ем. Всегда перед глазами, когда вижу, что вот при мне зарезали, закололи, я не ем. Вот клянусь вам Аллахом, не ем месяц, не ем 1,5. Потом в холодильнике же еда, надо же варить. Я варю. Кормила детей, супруга, но никогда сама не ела мясо. Я не знаю, они не обращали внимания. Я им ничего не говорила, потому что и так я им казалась не от мира сего. Еще если это говорить, то вообще скажут, мама вальтанулась совсем. Может, сестра знает, Бахадат, не знаю. А так не знает никто. Сегодня сказала. Мама знала и всегда говорила, кет, харнинде турлюсени, деп она меня так ругала. Мама нет. Сколько лет? Я уже лет 8, 9, 10. Вот, это ее четки. Царствие Небесное, по-русски. Жандетли болсулла. Аллах рахмат етсин. Bizни koyup ketken ata-analarını, egeç karnaşlarını, balalarını. Allah alanı unutur, kıyılık vermesin. Keli bu zamanda da Kurban Bayramga kor kurman bola jeteyik bir-birimizni suyup, kor kurman bola bir-birimizге болушам. Дай Бог, чтобы мы следующий праздник встретили также друг друга, обнимали, поздравляли. У всех прошу прощения, кого обидела словом, кого, не знаю, может быть, ненароком обидела. Простите меня. По натуре я такой человек вспыльчивый, могу наговорить все, потом плачу. Ну что поделать? Все от любви. Иногда бывают лишние слова.
Простите меня, и я прощаю тех, кто обижал меня, кто злословил в мой адрес, кто воровал у меня, кто не отдал взятое у меня. Я вас всех прощаю. Пусть Аллах вас простит на том свете. Да здравствуют все религии в дружбе, букет религий, чтобы и эти религии диктовали мир, взаимоуважение, взаимосогласие. Аминь.